Бисмиллахи рахмани рахим, ассаламу алейкум. Мы, граждане Казахстана, обращаемся к президенту Казахстана Токаеву Касым-Жомарт Кемелевичу с просьбой с тем, чтобы запретить безвизовый въезд китайцев в Казахстан. Это связано, во-первых, с тем, что буквально вчера выступил посол Китая во Франции, где поставил под сомнение суверенитет бывших советских республик. Его в заявлении было сказано, что в соответствии с международными договорами бывшие страны Советского Союза не имеют соответствующего своего статуса. И здесь уже, конечно, возникает вопрос. Человек, который такого уровня, как посол Китая, высказывает мнение всего государства, высказывает политику своего государства, своего председателя КНР Си Цзиньпиня в отношении легитимности вообще наших государств. Под сомнение ставится и вопрос государственных границ, то есть демилитация, демаркация границ. Подписаны соответствующие ранее международные договора, договора о каких-то вечных дружбах и так далее. Я считаю, что это очень опасный шаг, где разрешать гражданам Китая находиться на территории Казахстана после таких заявлений. Это первое. Второе. Буквально совсем недавно председатель КНР Си Цзиньпинь посетил государственный официальный визит в Москву, где встретился с Путлером, президентом России, Гитлером 21 века. И в заявлении самого Си Цзиньпина прозвучало, что в ближайшие 100 лет будут перемены, в которых будут участвовать и Россия, и Китай, то есть две ядерные державы. О чем договаривались эти главы государств, непонятно. Но мы знаем, что сегодня Российская Федерация находится в состоянии войны с Украиной, где гибнут мирные жители. Было нападение, захват территорий, чужих территорий. Был отжат Крым, Донецкая, Луганская область, Херсонская, Запорожская область, которые присоединили к Российской Федерации. Я считаю, это незаконно. Встреча буквально министра обороны КНР, опять же, где вновь назначенный министр обороны заговорил теми же словами, что и его и первый руководитель Си Цзиньпинь, что будут перемены и в этом будут участвовать Россия и Китай. Уважаемый господин президент, мы суверенно независимый Казахстан, мы независимое государство, мы имеем тысячелетнюю историю своего тюркского казахского народа. У нас, я считаю, назрела необходимость создать все-таки уже свой тюркский мусульманский союз, тюркский мусульманский мир. Хватит смотреть на этот русский мир, который сегодня пропагандирует фашисты в Кремле. Они сегодня, вы видите, под этой маркой пытаются уже влиять на ситуацию в мире, угрожает уже и ядерным арсеналом, ядерным оружием. А это угроза всему человечеству. Поэтому мы должны выходить из ОДКБ, из ШОС, СНДА, из всех этих союзов, где находится Китай и Россия. Поэтому необходимо создавать свой Туран, необходимо создавать свой тюркский мусульманский мир, необходимо войти в глобальную антитеррористическую коалицию стран мусульманского мира, в котором сегодня 42 мусульманских государств были созданы во имя Аллаха и на основании шариатских предписаний, которые возглавляет Саудовская Аравия. И необходимо все-таки сближаться с нашим центральноазиатским регионом. Вот этот будет мощный, я считаю, военный союз, мощное мусульманское единое пространство, в котором мы можем жить в безопасности, стабильности и братстве и дружбе между народами. С уважением, председатель Республиканского союза ветеранов, участников боевых действий на Таджико-Афганской границе и военных конфликтов,
Мурат Мухамеджанов.